Ты мне не отвечай. Я сам скоро вернусь в редакцию. Материала столько, что не знаю, с чего начать. Каждое утро хожу по городу и пытаюсь ответить себе на один вопрос. Что здесь, собственно, самое главное? Я ждал этой встречи. В Сибирь, впервые, земля будущего. И все-таки не рассчитал масштаба, не рассчитал впечатления. Теперь мне хочется сказать одним единственным словом. Она могучая. Можно, конечно, объяснить коротко и внятно. Вот Нерюнгринский угольный разрез. Самый мощный в Союзе. Это ведущее звено. Это ядро Южно-Якутского ТПК территориально-производственного комплекса. Задачи государственного масштаба. Во-первых, здешний уголь – наш козырь на международном рынке. Во-вторых, здесь топливно-энергетический резерв Дальнего Востока. Уголь ценный, как сующийся. Оснащение разреза уникальное. Самосвалы от 110 до 180 тонн. Такого парка тяжелых машин нет больше нигде в мире. Добыча угля растет, в перспективе удвоится, даже утроится. Все это ценная информация, которая говорит сама за себя. Но я хочу, чтобы из всего этого огромного, мощного проступила суть, проблема, подлинное значение происходящего. Мчится вот такая махина, и кажется, это предел возможного. Но самый большой самосвал на фоне здешней обогатительной фабрики смотрится как игрушечная модель. Я хочу, чтобы даже не специалисты поняли. Нерюнгринский ТПК – модель нового экономического мышления. От того, что мы осваиваем новый регион комплексно, освоение не только ускоряется, оно становится на 10-15% дешевле. И еще очень важно. Комплекс учит думать масштабно, планировать на десятки лет вперед. Мы говорили здесь со многими. Были в горкоме у второго секретаря Александра Антоновича Дерябина. Чем он озабочен? Тем, что будет после 2000 года. Поскольку больше в регионе и в районе города Нерюнгри нет месторождений для открытой разработки, необходимо вовлекать в разработку подземные месторождения имеющихся шахтных полей. И первое из них является это Денисовское месторождение. Но, к сожалению, надо сказать, сегодня Минуглепромом СССР даже не выделены лимиты на проектирование шахты Денисовская. Поэтому, если мы упустим сроки, в частности, эту пятилетку, то потом это приведет к тому, что все три шахты необходимо будет строить в промежуток 10-15 лет, что приведет к штурмовщине, неоправданным дополнительным расходам, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вытекающие последствия нужно программировать, учитывая уникальные здешние ресурсы. Еще в 17 веке ходили слухи, что здесь земля сокровищ. Теперь студенты из стройотряда поют песенку собственного сочинения. И словно наваждение, кругом месторождения, как будто день рождения у каждого из нас. Действительно, богатство кругом. Выяснилось, якуты испокон веку варили железо тем же способом, что и древние греки.
на открытом огне. И уголь, и руда лежали прямо под ногами. Выяснилось, что лежат здесь и редкие цветные металлы, и граниты, и апатиты, и слюда. Впрочем, главный здешний геолог Саима Софиевна Каримова считает, что разнообразие, конечно, важно. Но, в общем-то, природа здесь действительно создала удивительное сочетание такое. Расстояние между угольными и железорудными месторождениями здесь всего составляет 100-120 километров. А если учесть, что качество коксующихся каменных углей и железных руд Южной Якутии высокое, то это уже само собой создает предпосылки для создания здесь в самой ближайшей перспективе металлургического производства. Слова «перспектива» и «дорога» в сущности синонимы. Особенно здесь, где проходила только одна дорога – Аям, Амуро-Якутская магистраль, которая связала и теперь связывает с Большой землей знаменитое алданское золото. Эта дорога была построена в 30-е годы, и теперешних нагрузок ей, разумеется, не выдержать. Ну, не будет парома на реке Алдан. Вместо него построят мост. Но это не радикальное решение вопроса. А суть комплекса в том и состоит, чтобы принимать решения только радикальные. Не латать наспех дыры, а действительно ставить проблему и действительно ее решать. Такое решение принято. Строится от города Беркакита до Якутска новая железная дорога, 830 километров по меридиану. Она станет основой развития всей Якутии, всего северо-востока страны. И опять встает вопрос, что главное, проложить дорогу или сохранить землю? Здесь, на вечной мерзлоте, слово «экология» бьет как колокол. Здесь люди жили сотни лет, ни к чему не прикасаясь. Якуты и венки не пахали, не копали, жили жизнью самого леса, самой природы. Все сохранялось в первозданности, и река Нерингри действительно соответствовала своему имени, была рекой тысячи хариусов. Теперь это только воспоминания. Здесь достаточно нарушить травяной покров, и мерзлота оседает, лысеет, превращается в безжизненную луну. Не трогать эту землю мы не можем, это ясно. Значит, нужно научиться брать у нее энергию так, чтобы сохранить ей жизнь. Оказалось, что это реально. И здешняя ГРЭС, и даже обогатительная фабрика на самом деле экологически чистые предприятия. Причем в условиях ТПК не только эту, но и новую, вторую очередь ГРЭС можно запустить практически на отходах здешнего угольного производства. Энергии хватит всем, если она будет четко сконцентрирована в самых трудных местах. Если потоки этой энергии пойдут навстречу друг другу, если они действительно превратятся в единую систему жизнеобеспечения. Вот здесь пора говорить о главном, потому что я видел результат этой единой системы. Это не похоже на реальный город. Это похоже на картинку с выставки, на макет, на проект. Этого не может быть, но это есть.
город Нерюнгри построили за 10 лет. Через 10 лет после первого удара топора сложилась современная, полноценная, устойчивая среда обитания. Причем сложилась она не в курортной зоне, а там, где перепад температур 100 градусов. Летом плюс 40, зимой до минус 60. За эти 10 лет население в Южной Якутии увеличилось на десятки тысяч человек. И каждому нашлось место и дело. Не хочу повторять слово «жизнеобеспечение», хочу сказать просто. Жизнь. Нормальная, живая, человеческая. Но прекрасно понимаю, нужно так сказать, чтобы каждому было ясно. Этот город не случайная удача. Это результат определенной социальной стратегии. То самое приоритетное развитие новых регионов, которое становится сейчас ведущим. Когда ходишь по городу в солнечный день, или наоборот, вечером, после смены, когда собирается здешний самодеятельный ансамбль, и лица у всех радостные, хочется только об этом и говорить. Начинает казаться, что все вообще прекрасно, и проблем в Нерюнгри нет. Вот это позволять себе нельзя, потому что это неверно. В то же время, значит, если говорить о цифрах, то на очереди на жилье в городе сегодня более 19,5 тысяч семей, которые живут частично в блочных строениях, в общежитиях, уже ветхих, в общежитиях семейных в городе. И сегодня, если не решать эту проблему в плане срочном, значит, к 2000 году мы не сумеем обеспечить каждую семью отдельной квартирой. Заместитель председателя исполкома Хакимов вполне современно ставит вопрос. Времена первых палаток и энтузиазма любой ценой миновали. Каждому нужен нормальный быт. Каждому. В первых добротных деревянных домах люди и сейчас живут с удовольствием. Но то, что здесь называют балки, откуда взялся этот позор? Откуда и почему? А потому, что домостроительный комбинат заложили не сразу, хотели обойтись. Не вышло и не выйдет. Жить надо всерьез. И, пожалуй, яснее и проще всех сказал об этом знаменитый здешний бригадир Михаил Алексеевич Михеев. Рабочий человек готов, он давно перестроился. Ему дать хороший инструмент, качественный материал, хорошую проектную документацию, и потом можно с него спрашивать. Иногда получается, нехватка материалов, то не завезли, то упустили. А рабочий человек в этом нисколько не виноват. Но на комплексе еще можно говорить, что много строителей. Строят энергетики, строят угольщики, ведомственность. Вот что она заедает. У одних есть, а у других нет. Взять нет возможности. Разные ведомства. На Южно-Якутском комплексе должен быть один хозяин, строитель. Чтоб никого не мучила эта ведомственность, неразбериха. Но тогда будет порядок.
Я хочу написать об этом городе так, чтобы не утратить ощущение того нового, что здесь рождается. Выразить большое трудно. В первую минуту детали отвлекают, уводят. Все, что увидишь, кажется важным, существенным. Но знаешь, пока сочинялось это письмо, я, пожалуй, решил, что считать главным. Этот город — только начало. Это на самом деле земля будущего.